Каток в парке Черное озеро так и не открылся, зато город одна сплошная ледовая трасса. Ильсур Медшин сегодня критиковал службы. Уборка дворов и внутриквартальных проездов от снега и наледи не вызывает положительных эмоций. Количество снега очень большое, даже в сравнении со снежным прошлым декабрем на 130%. Сегодняшние цифры у нас больше. Но стихия, остановить жизнь в городе нельзя. У нас то снег, то мокрый дождь, то заморозки. Поэтому, уважаемые коллеги, итоги первого месяца зимнего удовлетворения состояния дорог, тротуаров ни у жителей, ни у нас не возникает никаких положительных эмоций. Поэтому надо внимательно работу над ошибками. Впереди длинные новогодние каникулы. На случай аномальных снегопадов дополнительно привлекут 350 единиц спецтехники. Организуют круглосуточное дежурство аварийных бригад. Как всегда, на особом контроле находится состояние подземных и надземных пешеходных переходов, остановочных площадок, территорий, прилегающих к елочным городкам. Столица активно готовится к 31 декабря. Власти города уповают на благосклонность природы. Наступит настоящая зима. Новогодняя ночь состоится на двух площадках у центра семьи Казан. Программа начнется в 22:00, закончится в 2 утра 1 января. На катке Черное озеро также можно будет покататься на коньках. Мы надеемся, что будет хорошая морозная погода. Программа тоже начнется в 22:00 и закончится в 3 утра. Но прокат коньков будет завершен чуть пораньше, в 2 утра. Во время новогодних праздников гуляния в Казани пройдут на 73 площадках. Повышенное внимание уделят охране общественного порядка. Усиленные следственно-оперативные группы, созданы группы немедленного реагирования на сообщения о возможных терактах. В целом, оперативная обстановка в Казани стабильна, находится под контролем. До 15 января в Казани отменены все плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг. Мусор в новогодние каникулы будет вывозиться ежедневно. Ежедневно будут работать и поликлиники с 8 утра до 6 вечера. В последние 3 недели в городе отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2,5 раза. 31 декабря по 8 января 2023 года стационары города, родильные дома и гинекологические отделения работают в круглосуточном режиме все дни недели по календарю. Госпитализация пациентов будет осуществляться по территориальному принципу. Также в медучреждениях усилены меры противопожарной безопасности. Пациентам нельзя пользоваться личными нагревательными приборами. Дмитрий Аяринин, Чулпан Касимова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.